В эфире новости экономики на Якутия-24 в студии Нергуяна Иванова. И в ближайшие минуты я расскажу об экономических событиях в республике и стране. Алроса в апреле планирует закрыть сделку по приобретению 10% акций Алроса Нюрба. Об этом сказал генеральный директор компании Сергей Иванов. Мы рассчитываем закрыть эту сделку до начала мая. Сейчас закончилась независимая оценка, подтверждающая стоимость пакета. Считаю, что это пойдет компании в плюс, приводит слова Иванова РИА Новости. Алроса собирается выкупить 10% акций Алроса Нюрба у Республики Саха-Якутия для консолидации профильных добывающих активов на своем балансе, что должно положительно сказаться на операционной эффективности и инвестиционной привлекательности компании. Наблюдательный совет Алроса одобрил эту сделку в конце марта. Предполагается, что она будет оплачена за счет части средств, привлеченных от продажи газовых активов. Компания Мечел в этом году планирует увеличить добычу угля в Якутии. Показатель общей добычи может вырасти почти на 13% в годовом выражении, что составит 23,3 миллиона тонн. Мечел рассчитывает на рост добычи угля в этом году со второго квартала с учетом реализации масштабной предварительной программы по наращиванию вскрышных работ, которая ведется с середины прошлого года. Как не стать жертвой финансовой пирамиды и выбрать правильные финансовые механизмы, расскажут на ярмарках финансовых и социальных услуг. Ярмарка начнет свою работу 10 апреля в 9 утра в торговых рядах Кружала. Лекторы также расскажут о том, как защитить себя и своих близких от мошенников, какие налоговые льготы действуют для физических лиц на фондовом рынке, какие виды социальных выплат населению действуют и как ими воспользоваться, а также о действующих банковских продуктах и льготном кредитовании. Посетители смогут получить консультации у представителей 32 организаций. За пенсионеров, которые не могут позволить себе лечение в санатории, заплатят банки. Санаторий Абырал разработал проект по поддержке санаторно-курортного лечения пенсионеров Якутии. Тем, кто не может позволить себе заплатить за отдых в санатории, дается возможность в течение полугода получить бесплатное лечение. Идею поддержали 4 банка. 3,5% от стоимости путевки санаторий отдает банку за их услуги. В свою очередь пенсионеры заключают с банком договор кредитования, после чего банк оплачивает за лечение пенсионеров в санатории. Уже после лечения Минтруд выплачивает компенсацию, и пенсионер спокойно расплачивается с банком. Это оказывается совершенно бесплатным. В течение первых полугода. На сегодняшний день путевка стоит 49 тысяч на 14 дней. 37 тысяч им возмещает бюджет. Человек за 11 тысяч 14 дней отдыхает в санатории. Это вполне нормальная реальная сумма для пенсионеров. Санаторий уже начал работать по данной системе и на сегодня является первым и единственным в республике, кто предоставляет такую возможность. Между тем, бюджет на лечение россиян по обязательному медицинскому страхованию превысил прошлогодний на 20%. Отмечается, что в 2017 году на каждого застрахованного по программе ОМС было предусмотрено почти 9 тысяч рублей, тогда как в этом году почти 11 тысяч рублей. Кроме того, представители Минздрава страны сообщили, что в текущем году в программе страхования будут усилены 2 приоритетных направления – онкология и медицинская реабилитация. В этом году на Дальнем Востоке пройдет ревизия территории опережающего развития. Некоторые площадки, в рамках ТОР, на которых сегодня не реализуются инвестиционные проекты, будут закрыты. Их количество не превышает 5% от общего. При этом при появлении запроса на реализацию инвестпроектов на таких площадках режим ТОР на них будет восстановлен. Ревизия не коснется ТОР Южная Якутия и ТОР Кангаласы. По итогам 2017 года якутские территории опережающего развития были признаны самыми эффективными. Также в этот список попал ТОР Белогорск. В Хандыге 4-й год работает бизнес-инкубатор. За это время свыше 2 десятков резидентов получили определенные навыки и знания и теперь самостоятельно ведут свои дела. Имущественную поддержку получили 14 проектов от рекламных до медицинских услуг. Предпринимателям помогает составить бизнес-план и крепко встать на ноги. В данное время 4 начинающих предпринимателя арендуют помещение в бизнес-инкубаторе и еще 3 ведут деятельность дистанционно. Для жителей Тампонского района предоставляются правовые услуги по ремонту бытовых изделий, по ремонту цифровой техники.
Пробную перепись населения проведут в Якутии на территории Хангаласского района. Республика вошла в число 9 субъектов России, где будут опробованы новые способы сбора сведений о россиянах в электронной форме. Любой желающий сможет самостоятельно заполнить анкету на сайте госуслуг. Жители Хангаласского района попросят указать возраст, дату и место рождения, семейное положение, гражданство, национальность, уровень образования, источники средств к существованию, занятость, миграцию. Минвостокразвития и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта объявили о начале конкурса отбора инвестиционных проектов по освоению лесных ресурсов Дальнего Востока. Предполагается, что сумма инвестиций составит от 1 миллиарда рублей до 90 миллиардов рублей с доходностью до 50% годовых. Высокую доходность проектов обеспечивает близость к крупным экспортным рынкам, благоприятный породный состав древесины, а также совокупность налоговых и других мер государственной поддержки. Это Торы и свободный порт Владивосток. В Якутии увеличился объем перевозок народно-хозяйственных грузов железнодорожным транспортом в республику. Данные за первый квартал 2018 года приводят железные дороги Якутии. Рост обусловлен введением единого сквозного тарифа РЖД до станции Томмот и использованием строящегося железнодорожного участка Томмот-Нижний Вестях. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года существенно вырос объем перевозок продовольственных грузов, объем перевозок нефтепродуктов и прочих грузов. В этом году также выросло и количество займов по ипотеке. Введение новых механизмов субсидирования ипотечных кредитов помогло на 85% увеличить общее количество займов. За этот период выдано 180 тысяч кредитов на сумму 347 миллиардов рублей, пояснил глава Минстроя Михаил Мень. Министр отметил, что при доле рефинансирования 15-16% удалось сократить ставку кредитования ниже психологического барьера в 10%, и сейчас средний показатель составляет 9,75%. При этом министр считает реализуемой поставленную президентом России задачу снизить ставку по ипотеке до 7-8% до 2024 года. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.